утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашии», в студии Вероника Павлова. Здравствуйте. На календаре понедельник, 20 июня. С начала этого года более 900 безработных прошли бесплатные курсы. Ну а тем, кто желает открыть свое дело или развивать личное подсобное хозяйство, выделяют деньги от 100 до 250 тысяч рублей по социальному контракту. Со следующего месяца размер выплат увеличится. Сейчас новоиспеченным предпринимателям выделяют 250 тысяч рублей. Со следующего месяца сумма вырастет до 350 тысяч. Тем, кто ведет личное подсобное хозяйство, например, занимается животноводством, выплаты поднимут в 2 раза, до 200 тысяч рублей. Напомню, что социальным контрактом могут воспользоваться граждане или семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Накануне в нашей стране отметили День медицинского работника. Он приходится на 3 воскресенье июня. Отвлечься от диагнозов, медикаментов, сменить традиционный белый халат на вечерний наряд предложили в Чувашском драмтеатре. Там собрались около 300 человек. Это те, кто трудится в различных медучреждениях Чебоксара. Им показали спектакль «Во мне душа Пихамбара». Постановка о вечных человеческих ценностях, любви, верности и преданности. В принципе, этим качеством наделен каждый, кто давал клятву Гиппократа. Медики признались, что такой культ-поход поднимает настроение, ведь вне больницы с коллегами удается встречаться не так часто. Встретились с коллегами из других лечебных учреждений. Эти встречи нам очень важны. Мы сегодня обсудили и спектакль, и последние новости. Во время спектакля мы, конечно же, совсем забыли, что мы медицинские работники, потому что мы сегодня, зрители, отвлеклись, расслабились и отдыхаем от всей души. А чествовать медицинских работников республики будут сегодня. Праздник пройдет в Чувашской филармонии. К другим темам. В некоторых столичных троллейбусах отныне не будет кондукторов. Резонный вопрос, а как за проезд расплачиваться? Вот такие квадратные устройства синего цвета появились в салонах транспорта. Это валидаторы. Пока их можно увидеть лишь в 4 троллейбусах, курсирующих по 17-му маршруту. Электронное устройство считывает и банковскую, и транспортную карты. Наличные принимает водитель. До конца этого месяца валидаторами планируют оснастить и других рогатых, в частности, троллейбуса номер 22. На этой неделе в пятницу отметят День Республики, но уже сейчас можно окунуться в атмосферу праздника и веселья. Например, сегодня всех желающих ждут на дегустацию чувашских блюд. В парке «Амазония» стартует фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия». В нем примут участие кафе и рестораны, которые представят свой взгляд на чувашскую кухню. Подивиться фантазии кулинаров можно уже с полудня. А завтра в мемориальном комплексе «Победа» соберутся кадеты на бал. В четверг возле Чувашского драмтеатра свои уникальные изделия представят мастера со всей страны в рамках конкурса «Русь мастеровая». А вечером на Красной площади выступят участники фестиваля «Родники России». Таковы вести к этому часу. Соберетесь на дегустацию чувашских блюд, захватите сегодня зонтик. Лишним он точно не будет. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».